Председатель правительства республики Сергей Такоев принял участие в Северокавказском гражданском форуме «Архыз-21». Участники обсудили проблемы и перспективы развития Северного Кавказа в 21 веке. Премьер отметил необходимость проведения подобных мероприятий, на которых можно обсудить актуальные вопросы и пообщаться с экспертами. Да, не случайно выбрана сегодня эта площадка «Архыз», которая является реально, визуально можно убедиться, что за несколько лет в чистом поле, несколько лет назад здесь было чистое поле, сегодня здесь находится уже практически курорт европейского уровня. Поэтому это говорит о том, что Северный Кавказ развивается, Северный Кавказ хочет быть в передовиках во всех отраслях и во всех сферах. Заместитель председателя правительства республики Рустем Келихсаев и министр здравоохранения Владимир Селиванов посетили детскую республиканскую клиническую больницу после ремонта. Практически все восстановительные работы на объекте завершены. Старые изношенные коммуникации заменены. Пациентов встретят новые чистые помещения. Полностью оснащены отделения реанимации, детская урология, а также экстренный операционный блок. Готов к полноценной работе и кабинет рентгенодиагностики. Больница пополнилась новым эндоскопическим оборудованием и аппаратурой ультразвукового исследования. Сейчас ждут ремонта инфекционный корпус и пищеблок детской больницы. Поэтому мы сегодня здесь и воочию убедились в том, что сегодня есть положительная динамика. При том, что проблемы, они имеют место быть, но нельзя сказать о том, что еще 2 года тому назад здесь совсем другая была картина, и то, что за это время здесь есть разительные перемены к лучшему, это, конечно же, мы воочию в этом убедились, мы это увидели. Делегация Северной Осетии представит республику на Северокавказском молодежном форуме «Машук-2014». Он соберет молодых предпринимателей, ученых, активистов и волонтеров со всей России. Многие ребята поедут туда не впервые. Некоторые уже имеют опыт серьезных побед. Авторы наиболее перспективных проектов получат возможность выиграть гранты и реализовать свои идеи. Форум может стать своеобразной стартовой площадкой, с которой начнется карьерный рост талантливых молодых людей из Осетии. Каждый человек, представитель республики, везет с собой проект как социального, так и бизнес-характера, что говорит о том, что делегация готова. Также проделана работа, консультативная работа по написанию проектов. То есть ребята едут готовые. Во Владикавказе открылся 8-й международный художественный симпозиум «Аланика». Его участниками стали художники из республик Кавказа, регионов России, стран Европы и Азии. Посетители смогут познакомиться с современным искусством и послушать лекции ведущих специалистов в области культуры. В рамках симпозиума пройдет форум с участием российских и зарубежных искусствоведов. Одна из главных задач – формирование в регионе художественного пространства. В детском образовательном лагере «Металлург» ребятам рассказали о правилах пожарной безопасности. Сотрудники МЧС России провели для них интерактивное занятие в игровой форме. Дети приняли участие в различных конкурсах и эстафетах. Отдыхающие постарше попробовали себя в боевом развертывании. Им также представилась возможность потушить условное возгорание из настоящей пожарной машины. Следующим местом, куда отправятся сотрудники управления надзорной деятельности, станет детский лагерь «Дзынага». Сотрудниками управления надзорной деятельности совместно с представителями Всероссийского добровольного пожарного общества и Центром противопожарной пропаганды проводятся выездные мероприятия в детские оздоровительные лагеря республики с целью привития детям навыков осторожного обращения с огнем и грамотного поведения на случай возникновения пожара. Владикавказская «Алания» открыла новый футбольный сезон игрой в 1/256 финала Кубка России. В кубковом матче наши футболисты уступили Машуку КМВ со счетом 2-1. Сначала красно-желтые повели в счете, но неуверенная игра на стандартах привела к 2 пропущенным мячам. В итоге Машук выходит в следующую стадию Кубка. Свой первый матч первенства России по футболу в южной зоне 2-го дивизиона владикавказцы проведут в начале августа. Я иду с одной надеждой, что я увижу ростки команды, которая даст нам надежду на то, что в Осетии футбол возродится,